Ребята, всем привет! Сегодня у нас вторая серия. Мы сделали изменения нашему прикладу. И давайте сейчас об этом поподробнее. Итак, какие изменения в версии 2.0? Вот наша первая версия, а вот это новая версия. Получается, я удлинил на 1 сантиметр и изменил угол вниз. Вот на пятке у нас получилось снизить на 1,5 сантиметра. То есть тогда угол был намного прямее, а сейчас угол вот такой. Если сопоставить со штатным прикладом, штатный приклад идет отсюда и вот так прямо идет. А тут еще и вниз и вот так уходит. Сейчас мы попробуем стрельнуть, как в прошлый раз. У нас есть тут мишеньки. Сегодня будем стрелять из моей МРки, потому что в прошлый раз мы стреляли МРки Васи, и мы обидели весь состав морководов. Надеюсь, мой сегодня заедать не будет. Ни разу не заедал с 2017 года. Приклад получился вот такой. Тест номер 2 получается. Ребята, сезон не за горами. Охота с подсадной уткой у нас начинается очень рано. И охота с подсадной уткой очень интересная и увлекательная. Поэтому в городе Якутске продаются кряковые уток и гусей. Поэтому спешите купить. По промокоду Северный Патрик вы получите скидку. Ссылки в описании. Если вы помните, я осенью на закрытии сезона по уткам использовал насадку Gemini с сужением 0,76. Маркировка тут LF. И если вы помните, ссылка будет под описанием моего видео. С помощью этой насадки я бил с очень большой дистанции, с которой я никогда не стрелял. И два подбита. Третий подбит. Было чуть-чуть некомфортнее, потому что я очень много лет стрелял с обычным получоком, и получается я уже прибил себе прицел, прибил себе руку на среднюю ближнюю дистанцию. А с этой насадкой мне было очень-очень сложно сразу привыкнуть к близким дистанции, потому что утки, которые летят близко, раньше я с одного выстрела подбивал. А тогда получилось, что стал подбивать на 4-5 выстрел, когда утка уже выходит за пределы моей обычной дистанции. Поэтому этой весной, я надеюсь, она покажет по гусям. Очень жду гусей. Один даже вылез из-под снега, как подснежник. Сейчас, если получится, мы добывать его не будем, пусть подрастет. У меня для вас есть сюрприз. Ну, не сюрприз, а покажу вам. Сегодня я заказал и получил свой заказ с официального дилера Gemini в России.
насадочку с сужением 0,38. То есть это получается, ну, практически штатный получок. Но насадка Gemini имеет масса очень важных и приятных, так сказать, моментов. Во-первых, очень комфортно стрелять, потому что насадка Gemini имеет вот такие реактивные отверстия, рассчитанные по специальной формуле, и она действительно работает. Я когда осенью делал тест на этот большой чок, то есть на 0,76, я был очень удивлен, когда сделал первый выстрел, он был очень-очень мягкий. Вот это сужение 0,38 предназначено именно для средней дистанции. Она идет как универсальная, потому что очень много охотников, не только в Якутии, но и везде, привыкли стрелять, ну, 30-25 метров, максимум 40. И вот эта насадка должна в таком диапазоне работать очень хорошо. Этим мы будем охотиться и осенью, и весной по уткам. А по гусям и весенние дальние вот кряквы, может быть, мы будем пробовать вот этот чок Gemini 0,76. Сейчас я впервые попробую вот эту насадочку. Кстати, на резьбу, ребята, обязательно используйте смазки, желательно силиконовые. Не надо использовать литол, там моторное масло всякое, не надо. Лучше силиконовая смазка, нужна силиконовая смазка. Смазали, закрутили. Чем еще лучше такие насадки от обычного? Потому что они торчат. Вот видите, она торчит где-то 2 сантиметра, и она очень-очень удобна не только вот закручивать, откручивать, но удобно тогда, когда схватывает резьбу, ржавчина, там пороховые газы и так далее. Когда обычная насадка, она внутри ствола, и когда она схватывает, очень трудно его откручивать. Бывали такие моменты, когда люди вот так отрезали ствол вместе с чоком, ну, с насадкой. Поэтому с такой торчащей насадкой очень удобно откручивать. Можно на крайний случай вот газовой ручкой просто отвернуть, сломать насадку, но не сломать ствол. Поэтому очень удобно. Так, давайте, ребята, приступим к нашим стрельбам. Сегодня у нас 6 мишеней. Патроны обычные, 32 грамма, дробь 5. На охоту. Скоро мы обязательно поедем и будем тестировать вот эти насадки на бой. Не на кучность там всякие. Ну, кучу тоже проверим, конечно, сравним со штатным получоком. Мы обязательно будем тестировать на бой. Бой — это когда дробь проникает больше, чем обычный. То есть обычной насадкой бой меньше, чем этот. Потому что в прошлый раз я убедился, когда я использовал насадку 0,76, с обычной насадкой у меня получилось, контейнера падали где-то 20-25 метров. А когда я стрельнул на 40 метров с Gemini, на 40 метров долетел контейнер. Вот такое у меня сравнение. Давайте, ребята, первые выстрелы. В прошлый раз наш приклад, когда мы целились, вот эта часть мы касались костяшкой. А вот с этим углом у нас получилось
намного комфортнее. Я вот так уже прикасаюсь только щекой. Ну и сейчас попробую. Заебись это. Ага, нормально, я вообще не чувствовал. Чувствовал только по щеке. А костяшка не болит. Так что можно сказать, что первый тест пройден. Будем дальше тестировать, когда будет у нас сезон охоты на уток и на гусей. Она не за горами. Давай. Давай. Вот такой тест, положительный тест прошел наш приклад, который мы сделали из 3D принтера. Первый тест у нас был в прошлый раз, ссылка будет в описании. Могу сказать, что первый положительный тест пройден, и нас ожидает большой тест на сезоне охоты. Потом, если все будет хорошо, можем делать приклады на заказ. Поэтому, ребята, следите за каналом. Если что, какие есть вопросы, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.